Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время, уделили нам его. Я нахожусь в мастерской очень красивой и необычной. Могли бы вы рассказать зрителям, чем вы занимаетесь и что вы делаете? Я занимаюсь плетением из камыша, рогоз, на кабардинском камыль, арчен. Вообще это плетение у нас всегда, многие наши предки занимались этим. Очень многие в каждом семье практически делали раньше такие циновки. Это болотные растения, вообще практически в всех странах, где есть болото, озера, растет. Материал очень доступный. Для материала я собираю летом, высушиваю. Цвета, которые я использую, это натуральные красители, допустим, чтобы получить красный цвет, я использую разные чаи, чай каркаде, чтобы получить черный цвет, материал высушенный закапываю в болото, и за счет грунта могу получить разные оттенки. То есть все натуральное? Все натуральное. Это правда, что вы единственный человек в мире, который придумал способ плетения именно таким образом, и в принципе аналогов больше нет? Что касается классических циновок, то я, как говорил вначале, очень многие занимались, а именно то, что я делаю на сегодняшний день, это практически нигде это не делали. Я как-то сам пришел к этому. А как вы к этому пришли? Помимо плетения, я занимался в очень многих направлениях, очень много пишу, что касается живописи, рисунок. Вообще преподаватель рисунка и живописи в колледже дизайна и в других тоже местах. Помимо этого занимался валяние войлока, по специальности я ювелир. То есть очень много направлений, и все это повлияло на то, что я делаю на сегодняшний день. Расскажите, пожалуйста, это правда, что у вас сейчас 3 выставки? Да, я постоянно делаю очень много выставок, и параллельно в этом году как-то так совпало, что несколько проектов мы в прошлом году я многим обещал, и получилось так, что очень много совпадений. Проекты абсолютно разные, по разным направлениям. Проект пространства, проект Арджен, проект Солнце. А чем они отличаются? Абсолютно. Там где-то я фактуру много использую, где-то я цвет много использую. Они разные абсолютно. Разные темы. В чем различие? Конечно. А где сейчас выставки, в каких городах? В Майкопе идет выставка, в Грозном идет выставка персональная тоже. И в Абхазию мы повезли. Вы недавно вернулись оттуда. Да. Как впечатление? Очень хорошее впечатление. Наши братья, сестры. Давно хотел, мы в прошлом году планировали, но почему-то не получилось. Там у них с выставочным залом какие-то проблемы были. В этом году, надеюсь, все будет хорошо. Вы не первый раз же ездили в Абхазию? Нет, не первый раз. В каких-то городах особый теплый прием был или везде одинаково хорошо относитесь? Да, везде одинаково хорошо. Тот материал, с которым я работаю, почему-то все так хорошо принимают. Если, допустим, я часто сравниваю, допустим, опять же, те композиции, которые я делаю в живописи, и я в живописи тоже выставляюсь, живописные работы, но отношения людей почему-то разные. Это исходит, наверное, от материала. Это натуральный материал, и какое-то тепло, видимо, от него исходит. И все-таки у меня часто бывает так, когда я выставки делаю, когда 40-50 работ, все-таки этот запах этого материала очень сильно чувствуется. И люди заходят и нюхают. Мы сейчас пришли на улице, за окном дождь льет, можно услышать, что было подавленное настроение. Здесь находимся буквально 5-10 минут, и уже я чувствую, что как-то поднимается настроение. У нас раньше даже
грудных детей ложили на такие циновки. Они Сделаны. полезны? Очень полезные для здоровья. Ну, я не могу описать полностью все, но зимой, допустим, ложили на пол, дети росли на таких циновках, зимой лежат на такой циновке очень тепло, а летом прохладно. Ну, старшее поколение говорит, они говорят, что именно для костей, для суставов очень полезно. Ну, я знаю, что у вас цена варьируется достаточно сильно, и, в принципе, многие люди, даже каждый человек может приобрести себе. Когда я работаю, я вообще об этом не задумываюсь. Нет, о том, что могут да, купить люди конечно, обычные, конечно, абсолютно. или в Я деревне? очень много работ дарил. Ну, это в зависимости от места, где мы работаем, в зависимости от, ну, очень много нюансов. Это очень сложно сказать. Я зашла, и сразу вы мне подарили сумочку. И сейчас я покажу нашим зрителям. Я была приятно удивлена. Спасибо вам большое. Не за что. Для гостей у меня всегда в мастерской. Но она сделана вручную, поэтому мне это очень приятно. Это оригинал, и я даже не знаю, буду пользоваться или буду ее беречь, но в любом случае она будет у меня на видном Ну, месте. я думаю, что в Абхазии найдется место, где можно будет воспользоваться этим. Да, это летняя сумочка и такая светлая, солнечная. Спасибо. Есть ребята, которые занимаются в туристической агентстве, они многих туристов сюда приводят. Вот недавно несколько работ приобрели люди, которые приехали из Америки, из Финляндии, из Бразилии. Ну, какая реакция была? Очень хорошая реакция. Я не знаю, опять же, я говорю, у меня не было... Я хочу, чтобы... какую-то критику хочу на самом деле, но почему-то этого нету. Всем нравится, или обманывают, или на самом деле нравится, мне сложно сказать, но как таковой критики не было. Я вам опишу ощущение, почему, скорее всего, вы не испытываете критику, она вас не преследует. Когда находишься, вот я сейчас здесь сижу, у меня ощущение, будто я дома. Я не потому, что дома у меня там все из циновки, просто у меня ощущение даже на физическом уровне какой-то теплоты, успокоения, и как будто бы это ощущение похоже на какие-то впечатления детства. Может быть, поэтому... Вот именно это ощущение они говорят и чувствуют, постоянно, не знаю. Вы один работаете или с коллегами? Я один работаю. Вообще, эта технология, по которой я работаю, она очень сложная. Материал, допустим, чтобы достать хороший, пригодный материал, это практически по горло нужно залезть в болото.
мы используем тот материал, который находится под водой. То есть, если мы делаем циновку 2-метровую, получается почти 2 метра. У нас есть болото, озеро. В зависимости от места, где материал. Не боитесь там, что будет что-то Нет, ползать? мы в детстве, у нас, в селе, когда я жил, в детстве, там мы специально ходили ловить змей, ходили там лягушек, поэтому, привычное дело. А так, конечно, много чего встречается, кабаны встречаются, чего только вообще, сколько я лет этим занимаюсь, я вообще с 8 лет практически занимаюсь этим. Конечно, оставлял на какое-то время, когда, допустим, много занимался ювелиркой, много занимался батиком или другими направлениями. А так, получается, почти 20 чем-то лет я занимаюсь этим. Расскажите поэтапно, если не сложно, можно без секретов профессиональных, то есть как проходят эти этапы? Абсолютно нет никаких секретов. По поводу секретов, работаю с детьми, очень многих детей обучаю, и даже хочу, чтобы они со мной работали, потому что у меня один взгляд, а у них другие взгляды будут, поэтому... Извиняюсь, я только сегодня слышала, просто вставлю ремарочку, как мне рассказывали, что один старичок где-то, может, недалеко отсюда, в ближайших краях, в общем, изобрел какой-то способ изготовления кинжалов и так далее. И вот он лежит сейчас на смертном одре, и никому все равно не рассказывает свой секрет. Какие секреты могут быть? Я буду только рад, абсолютно нет, опять же, никаких секретов. Все показываю, все доступно, любой человек в любое время может сюда зайти, даже студенты, с которыми я работаю, которые вообще колледж закончили, университет закончили, они в любое время могут зайти сюда и делать все, что угодно. Абсолютно, дверь всегда для них открыта, не только для них, вообще, у кого есть желание. Спасибо. Я вас перебила. Технологию. Да. Хорошо. Как поэтапно вы идете на болото? Допустим, время, когда я собираю, это июнь, июль, август, сентябрь. Если возьмем кабарду, то это в зависимости от места. Допустим, у меня в селе, где я живу, где-то на месяц раньше созревает материал по сравнению с Нальчиком. Это расстояние где-то месяц. У нас просто там чуть-чуть теплее, несмотря на то, что всего лишь час, но на самом деле теплее. А здесь попрохладнее. Горы здесь, видимо, ближе. Допустим, начиная с августа месяца, я начинаю вообще сбор материалов. И практически 4 месяца только этим и занимаюсь. Захожу в озеро или в болото, желательно, где поглубже, потому что... Сапоги одеваете или? По-разному. Вообще в последнее время не одеваю, потому что я собираю огромное количество, и это очень трудно, когда ты много собираешь, постоянно находиться в этих больших сапогах, это можно до сюда одевать, а летом это очень тяжело на самом деле. Выхожу, отдыхаю чуть-чуть. Собрал материал, допустим, потом материал сам по себе, если я возьму, допустим, этот материал, если я возьму такую кучу, она не один растет, она кучка растет, допустим, сейчас вытащу. Бывает, что один камыш это 12-13 таких больших листов. Допустим, она такая кучами растет, их нужно будет разъединить. Разъединяю, боковые стороны отдельно, сердцевину отдельно. Этот материал, допустим, это все, можно сказать, сердцевина. То есть, если мы возьмем 10, один такой пучок, то это самый центр, это самый лучший материал. Это я отдельно откладываю постоянно, из него получаются самые лучшие циновки. Допустим, собрал, почистил, все лишнее убрал. Для получения, допустим, такого белого цвета материал сушу на солнце, а для получения чисто зеленого цвета в тени, допустим, работу, если мы посмотрим, там зеленый цвет и белый цвет. Прежде чем начать работу, допустим, высушил материал, зеленый, белый материал. Прежде чем начать работу, я беру каждый камыш, убираю лишнее, делаю их абсолютно одинаковыми по толщине и по ширине, потому что они бывают разными.
ну, где-то 1 сантиметр, где-то 3, где-то 4. Они должны быть одинаковыми абсолютно. Потом, допустим, если я собираю в разных местах, то я их не складываю, я их по отдельности складываю, потому что, опять же, и по цвету, и по толщине, и по ширине они абсолютно разные. Вот, прежде чем начать работу, вот высушенный уже материал я замачиваю, потому что когда они сухие, они ломаются, а когда они мокрые, уже высушенный материал, они пластичные, и любую форму можно придавать абсолютно. Как я получаю цвета, ну, натуральные красители, красный цвет — это чай каркаде или чаи разные, то есть я использую 5-6 разных красных цветов, то есть за счет где-то чуть-чуть чая, ну, больше такого чая, где-то меньше. Черный цвет — это разные грунты. Ну, в болото, опять же, вот высушенный материал я закапываю где-то 3 недели, 4 недели, в зависимости от цвета, которого я хочу получить. Держу, ну, постоянно смотрю, переворачиваю и так далее. Да, разрезаю, чтобы туда вот этот грунт у вас зашел. Вот сколько такую вазу вы плели? Ну, 3-4 часа, наверное, по-разному. А стол? Стол 2 дня, наверное. Ну, по-разному, это сложно сказать. А это самая долгая по продолжительности работа? Ну, бывало месяц, но это большие работы были, допустим, 3 на 4 размером. Ну, такие заказы бывали у меня. Ну, это от сил и от настроения, там очень много нюансов тоже. А вот у вас и частные там заказчики, и там кто-то хочет украсить свой ресторан или еще что-то? Ну, в последнее время очень много работ уходит за границу. Вот сейчас у нас мода пошла, вот наши девушки, очень многие замуж выходят в Турцию, переезжают и в подарок на свадьбу. Они увозят. Да, увозят. В Америке очень много работ, в Финляндии, в Бразилии, то есть уходит так. Вот я вижу у вас рисунки, то есть у вас вы видите, что вы будете делать, а потом это воплощаете, как картина. Конечно, у меня не бывает случайных работ, все от начала до конца. То есть нет такого, что вы делаете, а потом подумали, нет, я хочу тут сделать более Нет, темную сторону. я сначала делаю эскиз, и по эскизу все, что я делаю. Ну, бывают какие-то исключения. Когда я делаю, допустим, классические работы, я никогда не делаю эскизов. Постоянно в голове у меня очень много работ, просто натягиваю станок и сразу беру и делаю без проблем. Бывает такое, что какая-то работа вам нравится намного больше, какая-то совсем не нравится? Ну, работа, которая мне больше всего нравится, это последняя работа. И то на следующий день она мне уже не нравится. И хочется что-то новое. Конечно, это вообще вот самое лучшее, что есть в нашей работе, это вот то ощущение, которое ты получаешь после законченной хорошей работы. И это ощущение ты постоянно ищешь, и это и дает силы работать, что-то создавать на самом деле. Это просто здорово. Вам огромных успехов. Спасибо Пусть всегда большое. будет солнечно у вас в мастерской, и где бы ни была ваша работа, хоть там на Северном полюсе. Пройдемте, посмотрим Спасибо. ваши работы, познакомимся Хорошо. с ними.